Встретились они ранней весной. Ей дождик шептал: не подходи, постой. В сердце надежда пыталась гореть. Она верила в чудо, не умела реветь. В свои 16 лет была смертельно больна, и жизнь ей осталась и не год, и не два. Считала минуты жизни своей, верила в Бога все сильнее и сильней. Вставала с рассвета, почти не спала. С утра шла молиться, молилась она. Смысл жизни ей предначертан уйти, но однажды встал парень у нее на пути. Влюбился в нее, не сводил с нее глаз, и каждый день любил, как последний раз. Она не могла открыть тайну свою, боялась, что бросит, оставит одну. Но время не ждало, летело все быстрее. И вот жить ей осталось всего несколько дней. И она решила ему рассказать, хотя очень боится его потерять. Он верил, он верил, он верил в любовь. She lets herself go like an angel in the snow. She lays down on her back, down on her back. К нему подошла, потекла слеза, прошептала: парень, милый, я больна. Парень поднял свой загадочный взгляд, прошептал: не отдам я тебя никому. И целый день они были вдвоем, любили друг друга и ночью, и днем. На следующий день она умерла, она умерла. Она умерла. Как понять, как дальше быть? Как узнать, как дальше жить? Не могу эту боль я унять. Как тяжело эту боль воспринять. Любимая, прощай, не забуду никогда. В моем сердце ты останешься навсегда. Смотря на звезду, вспоминаю лишь тебя. Почему так жестоко отняла тебя судьба? Он просто хотел быть с ней всегда. Зачем так жестоко поступила судьба? Несколько дней он не ест и не пьет. Он понял, что не вернуть ее, и жизнь без нее не имеет смысла. Все решено, он поднимается на крышу. Я люблю тебя! Он громко кричит, подходит к краю и прыгает вниз. Может, в следующей жизни он ее обретет, и тогда навсегда они будут вдвоем. Он просто хотел быть с ней всегда. Зачем так жестоко поступила судьба?